В общем, сегодня я посмотрел новое интервью главы абхазской оппозиции Отгура Ардзинга, где он ясно и четко говорит о том, в случае новой эскалации Россия на помощь не придет, и мы с грузинами останемся один на один. И вот знаете, что у меня лично не укладывается в голове? Если вы сегодня открыто уже говорите, что Россия не придет на помощь, для чего вы продолжаете говорить об этой войне? Зачем вы раздуваете этот конфликт? Вбиваете в головы людей смысл какой-то войны, что грузины враги. Для чего? Давайте честно, Абхазия – это маленький регион с ограниченными ресурсами, которые на сегодняшний день находятся в изоляции, в самом тяжелом положении. О какой войне сегодня с Грузией можно говорить, когда уже давно пора наладить нормальные человеческие отношения, шагать вперед, действительно создавать будущее для Абхазии, для абхазского народа. И Грузия сегодня это предлагает. Причем неоднократно уже об этом заявляла. Понимаете, сегодня мир кардинально меняется. Рушатся старые союзы, создаются новые. Не нужно держаться за прошлое, нужно идти вперед, в надежду, в будущее. И вот абхазы, пока сегодня у Абхазии действительно есть шансы, все шансы у нее есть наладить отношения с Грузией, это нужно делать. Грузия много чего предлагает. Образование, лечение. И приезжаете вы оттуда с Абхазии и лечитесь здесь. И все с вами хорошо, никто вас не убивает. Враг бы, как вы там, вот чиновники, да, преподносите там молодежи и всем остальным, враг бы вас не стал лечить, давать вам образование, давать вам возможность выезжать там, я не знаю, в Европу куда-нибудь. Поэтому вместо того, чтобы детям рассказывать в школах о том, какой весь мир плохой, какие грузины плохие, вы их лучше учите, как открывать мир, как строить, как созидать, создавать. Вот это будет действительно полезно. А рассказывать о войне и то, что нужно со всем миром воевать, это, действительно, это все выглядит, как будто вы живете в Северной Корее. Открывайте глаза, пора двигаться. Не слушайте вот этих чиновников, они на вас деньги сегодня зарабатывают. Что Адгур, что там Бжания был и все остальные. Вы для них сегодня как просто расходный материал. И поэтому была создана вот эта пропаганда о войне, о том, что грузин это враг. Чтобы просто вас держать на привязи. И вы боялись.